Джонис. Андрус Киверев «Голубой вагон». Пьеса в двух действиях перевел с эстонского языка Борис Тух. Действующие лица. Молодые люди 35 лет. Индрек – бизнесмен. Фермер – Мярк. Учитель – Тыну. Странный молодой человек – Леопольд. А также Антон, сосед 65 лет. Сирц – невеста Индрака, 23 года. Однокомнатная холостяцкая квартира Индрака в многоэтажном доме, окно во двор, двери на лестничную клетку и в кухню. Из кухни входят Индрак и Леопольд. Представляешь себе, я обнаружил, что начинаю забывать русский язык. Ну и что? Я уже давно забыл. Нет, ты прикинь. 6 раз в неделю нам вдалбливали русский язык каждый день. И по субботам тоже. По субботам тоже? Ну да, в русское время все же ходили в школу и по субботам. Ах да, я уже не припомню, как оно было в русское время. Зачем мне забивать голову всяким хламом? Она у меня и без того от завод пухнет. Не далее, как вчера какой-то ублюдок отвертел у меня дворники. И добро бы украл. Так нет, свинтил и тут же бросил. Кретин, ну никакого порядку. За что мы только платим полиции? Да, жуля развелось. Не продохнуть. А вот и я о том же. Слыхал, по радио говорили, в Виленте на одной автозаправке ввели в автомат неправильную цену. Так что литр 98-го стоил 10 центов. Народ обрадовался, все заправлялись под завязку. Тащили из дома канистры, звонили друзьям. Только к вечеру владельцы сообразили, в чем дело, и исправили автомат. Но плакали их денежки. Никому и в голову не пришло приехать и честно расплатиться. Жуть! Ты можешь себе представить, чтобы такое случилось в Германии или в какой еще европейской стране? Да там первый же клиент заметил, что с автоматом творится что-то неладное, позвонил бы владельцу или сказал обслуге: ребята, у вас что-то не то, глядите, проторгуйтесь. А у нас каждый норовит надуть ближнего. Ты бы сообщил. Естественно, с какой стати мне разорять собственника? Мне такое и в голову не придет. Строго говоря, это не совсем кража. Продавец сам виноват, что он не выставил неправильную цену. Считай, что клиенту повезло. Ничего себе везение! Это совершенно преднамеренное злоупотребление ошибкой собственника. Понимаешь, Индрик, нигде в Европе. Ну мы пока что одной ногой шагнули в Европу, а другой еще в России. Так и стоим в раскоряку. Не хочу даже думать об этом. Я забыл просто, как кошмарный сон. Да, Леопольд, таких чудаков, как ты, у нас пока раз-два и обчелся. Как бы то ни было, спасибо, что помог дотащить бухло. Я про это дело совсем забыл, пока отгонял тачку и ремонт. Думал, раз я уезжаю на 2 недели в Америку, то и тачка не понадобится. А нет, сегодня пришлось выпивку возить. Какие проблемы? Окей, я возвращаюсь в контору. Да брось ты, оставайся. Праздник только начинается. Нет, у меня еще столько дел. К завтрашнему дню нужно подготовить доклад, проверить кое-какие цифры. Я позже заеду. Не гони. Какой доклад? Какие цифры? Ну-ка сядь, я тебе вина налью. Уже 7 вечера. Что ты на этой работе забыл? Все остальные давно разошлись по домам. Нет, я должен идти. Мой рабочий день обычно заканчивается часов в 9, а то и позже. Мне нравится оставаться в конторе одному. Никто не мешает. Да и пить я не могу. Я ж за рулем. Когда будешь возвращаться, оставь машину на стоянке и бери такси. Тогда и выпить сможешь. Не сидеть же тебе, как ребенку со стаканом глубинного морса. Ах нет, я на своей приеду. Звонок в дверь. Видишь, тебе уже гости собираются. Да ты их знаешь, это Мярт и Тыну. Мы еще со школы дружим. Да, мы встречались. Индрак открывает дверь, входит Мярк и Тыну. С днем рождения! Ха-ха, спасибо. Поздравляю, старина, держи подарок. Это чтобы не в сухую праздновать. Мярк протягивает литровую бутылку водки. А я чем хуже? И с меня такой же подарок. Тыну вручает свою бутылку. Спасибо, парни, вы супер. Поставлю на лед, моя собственная мерзнет там со вчера. Думаю, хорошо должна пойти. Тогда выставляй вперед. Чего же мы ждем? Я в шкаф за рюмками. Привет. Привет, пить будешь? Нет, я за рулем. И потом мне на работу заеду позже. Пока, Индрик. Удачи, до свидания. Леопольд уходит. Инс, послушай, он что, заходил только руку тебе пожать? Нет, он помог мне завести вино. Моя тачка в ремонте. Вино, говоришь?
А на что тебе вино? Думаешь, нам водки не хватит? Да ты сдурел тратиться на вино. Словно пидор какой. Вино, напиток дамский. О, ты и дам пригласил? Одно. А она осилит все вино, да и одной бутылки за глаза хватит. А лучше всего пусть пьет водочку. Все нормальные бабы, каких я только знаю, хлещут водку, как миленькие. И для здоровья полезнее. А от вина только голова болит, и на другой день понос. Это точно. К тому же вино стоит дорого. За ту же цену ты купишь бутылки водку, но вино вылокал и в сортир. А водку можно спокойно пить несколько часов. Сглупил ты, Инс, швыряешь деньги на ветер. Не гони, я знаю, что покупаю. На именинный стол положено ставить вино, как на Рождество должно быть в доме елка. А вот у евреев елки нет. Вот именно. И они прекрасно обходятся без елки. От нее только иголки на пол сыпятся. На Рождество в доме должна быть водка. И вообще водка должна быть в доме всегда. От нее никакого вреда, кроме пользы. Представь себе, у меня бывают и такие гости, которые водку не пьют. Не всем же быть как ты. Вот это уж ты, вот уж с кем я не стану водиться, вино пьют исключительно малокольные. Сам знаешь, сегодня он вино пьет, а завтра устраивает вечер при свечах и дрожащим голосом читает стихи. Полная деградация. Тынул разливает водку в рюмки. Ладно, ребята, водка разлита. Кто будет пить? Ни одному же мне. Постой, мы присоединяемся. Мят берет рюмку. Итак, Инс, дай Бог тебе самого-самого, и чтоб дом твой был полной чашей. Вздрогнули? Вздрогнули? Индра пьет до дна. Эх, хорошо пошла. А я что говорил, единственный правильный напиток. Вот огурчики, яички, вареное мясо, грибочки. Кушайте, гости дорогие, кому что по вкусу. Я наливаю по второй. Спокойствие, только спокойствие. Куда нам спешить? Спешить некуда, но рюмки должны быть налиты, иначе с потолка штукатурка посыпется. Как твои дела, старина? Слыхал, ты в Америку намылился? А какого хрена тебе дома не сидится? Обычная деловая поездка. Был я однажды в Америке, честно скажу тебе, не старина, а дерьмо. Когда-то мне ужасно хотелось туда ехать. Начитался романа про ковбоев, про индейцев, да про кожаного чулка. Ну вы меня понимаете. И едва русская власть отдала концы. Я тут же сорвался с места и в Америку. Однако оказалось, что с кожаным чулком там и не пахнет. Более того, ни одной из американцев, с которым мне добивалось общаться, не читал Феннимора Купера. Такой народец, глаза б моих не видели. Летом их у тебя на хуторе полным-полно. Чего же ты их тогда принимаешь, если они такие тупые? Я же не просто так их принимаю, а за деньги. Они платят за то, чтобы такой мужик, как я, терпелый. Так часто я принимаю их баксы и за страдания даю им приют. Мол, живите на моем хуторе, ублюдки несчастные, если вам больше негде пристроиться. И в самом деле все равно. Что за постояльцы проживают у меня на хуторе, все равно я с ними дела не имею. На то у меня специальные людишки, чтобы ухаживать за туристами. Но если вспомнить начало, когда мне самому приходилось иметь дело с гостями, тогда я еще не был большим барином. Вот это был тихий ужас. Они ничего не могут, ни хрена не соображают. И не только американцы, шведы, и немцы тоже. Все они, которые с запада одним миром мазаны, ничего не делают по всякому поводу, пучат зенки и повторяют: «О, very interesting». Им все на свете very interesting, потому как дураки они. Дураку луну покажешь, а у него радости полные штаны. Водил я их на картофельное поле, чтобы они поняли, здесь под землей картошка. Хотел показать им, почем фунт лиха. Сами знаете, каково на картошку копать. Потом в спину ломит и вообще. А иностранец в полном восторге. Сами просит, чтобы ты позволил ему копать картошку. Хватает лопатку и вперед. Каждый выкопанный картофель радуется так, будто серебряную монету нашел. Показывает ее другим придуркам, и все гогочут. Может, американцам и впрямь удивительно, что картошка круглая, а не плоскими ломтиками, как картофель фри, и без кетчупа. Так что, они у тебя всю картошку убрали? Ни хрена! Им не хватает минут 15. Но зато как они это хотят. На сенокосе поработать тоже хотят. А если позволишь им растопить печку, блин, счастливы как пироманы. 2 лета назад жила у меня пожилая супружеская пара. Так те буквально влезали из хлева, все любовались моими свинками. А когда хряк грозно порыкивал, хватали друг за друга, чтобы в обморок не грохнуться, а потом просили, не продам ли я им свиной корм.
Мол, они же привыкли, вот в Италии, к примеру, прямо в городских площадях торгуют кормом для голубей. Ну им продал за $5 ведро помоев, так они просто счастливы были. Право слово ненормальное. А русских ты к себе не зовешь? Русский не дурак, ему это не надо. К чему ему забиваться в глушь и кормить собой комаров? Что он делать будет? Ездить верхом и кататься на лодке? Скукотища. Русский едет на свою дачу, пьет водочку и оттягивается в полный рост. С какой стати ему отправляться на болото за новыми впечатлениями? Вот ты, скажи, ты бы ко мне приехал? Так я ведь бывал у тебя. Ты бывал у меня просто так. А стал бы ты платить деньги, чтобы любоваться болотами да муравейниками? Таких без этого не насмотрелся. А западники платят. Платят за то, чтобы слушать стрекотание кузнечиков и ночами бежать через весь двор в сортир. Это для них экзотика, потому что они там у себя от комфорта совершенно одурели. Так выпьем же за иностранцев. Им это уже не поможет. Сколько ни пей за них здоровья, а они с каждым годом все глупеют и глупеют. Вы бы только послушали их. Клянусь, они ничего в этой жизни не понимают. А с чего им понимать? Вот ты прикинь, мы с тобой были октябрятами, пионерами, комсомольцами. Мы родились в брежневскую эпоху и жили как при социализме, так и при капитализме. А они всю жизнь при одном и том же строе. И самое яркое событие на их жизни это, если какая-нибудь знаменитая рок-группа распадется. Или когда любимая команда забьет кубок. Или напротив, с треском проиграет. Вот и все. Хорошо бы им интересоваться чем-нибудь кроме футбола. Хотя там в Америке предпочитают бейсбол. Я же говорю, ненормальные. Зато европейцы футбол любят. Ты их не защищай. Мяк спотыкается о что-то. Ой, блин, что за черт? А это твоя черепаха? Кажется, я наступил на нее. Как ее зовут? Броневичок. Не волнуйся, ничего с ней не сделается, если ты нечаянно наступишь на нее. У нее панцирь, словно танковая броня. Куда же этот танк потопал? Быстро катится, даже не верится. Наверное, в ванную. Мыться? Такая воспитанная черепашка? Нет, она там греется. Только я забуду дверь в ванную притворить, как она уже там. Ей ужасно нравится, что пол ванной с подогревом раскинет конечности и блаженствует. Ей кажется, что она в пустыне на исторической родине. Она же никогда не жила в пустыне. Понятия о том не имеет. Откуда нам знать? Может, и жила в младенчестве. Мне ее подарили 3 года назад, а что было до этого, я не знаю. Может быть, она родилась в пустыне, потом ее изловили, отправили в зоомагазин, а оттуда ко мне. И теперь она вспоминает детство и ловит кайф на теплом полу ванны, как будто на песке. Пусть ей будет хорошо. Мужики, вздрогнем. За здоровье черепашки. Я как наберусь, тоже пойду спать в ванную. Погрею свои косточки. Паразит. Прозит. Парни, закусывайте? А когда дамы придут? Одна дама. Кто она тебе? Я ее знаю? Ее имя Сири, но можно и сердце. Она моя коллега, мы с ней вместе уедем в Америку. Ах, вот она что. А говорил, деловая поездка. Так и есть, это же моя коллега. Так мы тебе и поверили. Сколько лет твоей коллеге? 23. 23? А ты еще говоришь о делах? Трахаться вы в Америку едете, вот что. Тихо, не хами. В самом деле, старина, больно ты уж распоясался. Лучше ешь, по крайней мере, рот будет занят. Во, бля, значит, 23-летний Сирс в Америку. Интересно посмотреть на такую коллегу. Ты только в ее присутствии веди себя прилично. Чтобы не обидеть твою сослуживицу? Ладно, ладно, я буду таким вежливым, как только смогу. Что делает в вашей конторе столь юная девица? Она советник. Советник? 23 года, боже упаси! Очень толковая девушка. Училась в Америке и Дании. Круто, желаю немедленно видеть ее. Увидишь. За здоровье молодых! Кончай кривляться. Вздрогнули? Все пьют. Водка становится вкусной, это дурный знак. Эх, упью же я сегодня. Когда придет Сирс? Не бери в голову, когда надо, тогда и придет. Все мои мысли только о ней. Это ты меня завел? Тыну смотрит в ванную. Гляди, черепашка прибыла к месту назначения. Теперь ей кажется, что она в пустыне. Сирс тоже могла бы прийти к месту назначения. Закрой поддувало. Лучше отведай грибочков. Набей свою поганую пасть грибами, чтобы не трепать языком. Мяк поет.
Обними меня скорее, увози за 100 морей, целуй меня везде, я ведь взрослая уже. Советник 23 года, такая юная, такая сладкая. Да заткнешься ты наконец. Ах, Мя, да что ты в самом деле мешаешь счастью молодых? Мы с тобой уже старики. Какое нам дело до всяких секционерик? Для нас важнее то, что завтра 1 мая. Это точно, да здравствует День международной солидарности трудящихся. На демонстрацию ходил? Сегодня, к сожалению, нет. В старину действительно утром шел с отцом на демонстрацию, а вечером отмечали мой день рождения. Под потолком болтались воздушные шарики, а я в вазу ставил красный флажок, на котором было написано «Мир» и нарисован голубь мира. Отец купил. Он не хотел тратиться, говорил, что глупо размахивать этой штукой, но мне она ужасно нравилась. Помните, в нашем классе учился Тойва, его папаша был диссидентом или вроде того. Парнишка ни разу не ходил на демонстрацию, ни в школе, никогда еще. Представь себе, на днях я его встречаю, взяли мы пиво, сидим, вспоминаем былое, мужик грустит, жалуется, что ему уже никогда не удастся сходить на демонстрацию и следить ручкой Карла Вайна. Говорит, знал бы, как дело обернется, непременно сходил бы еще раз для интересу. Но старик его не разрешал. Они хранили в подвале синий черно-белый флаг и отмечали Рождество. А теперь то его чуть не плачет. Такие дела. А я в 11 классе внес портрет самого Ленина. Подумаешь, портрет Ленина. Он легкий, а мне всучили флаг то ли Казахстана, то ли вовсе Туркмении. Тяжелый сволочь. И было это не в 1 мая, а на 7 ноября. Холодина, ветер жуткий. Древко едва не переломила, а ты неси его, чтоб развивался. Гадство. На Октябрьске всегда был колотун. Одно спасение во время парада — крепко напиться. Не ради пьянки окаянной, а от простуды. Как ты это лекарство примешь, если учителя кругом так и кишат? Я не о школе. Я и дошкольным ходил с родителями маршировать. Отец утром покупал в киоске обе газеты, партийную и комсомольскую. Обе были напечатаны красным. Это я запомнил. Мне цветные газеты ужас как нравились. Потом на троллейбусе мы ехали к месту сбора колонны. Там приходилось ждать часа 2. На Октябрьске всегда был колотун. И уже там мужики успевали надраться от души. У каждого правильного мужика при себе имелась бутылка, чтобы раздавить ее в ближайшем дворе. А те, кто постарше да поопытнее, настоящие капитаны жизни, исхитрялись так, что у них в одном потайном кармане была водка, а в другом коньяк. Все шло в дело. Так выпьем же во славу Великого Октября. За Великий Октябрь надо выпить не в рюмок, а прямо из горла, как те старики в праздничной колонне. Зайди за угол и под надежным прикрытием глотнуть. Мя пьет из бутылки. А потом протягивать бутылку кому-то из молодых и сказать: «На, салага, грейся, учись, пока я жив». Мя протягивает бутылку Индрику. Глотни! Спасибо, товарищ. Партия велела, комсомол ответил, есть. Индрик пьет из бутылки. А когда колонна была уже на марше, пили? Нет, тут уже не до этого. Тут надо было шагать. Трубы гремели, наполненные гелием воздушные шары разваливались в воздух. Я всегда ужасно завидовал этому, что мои воздушные шарики, надутые воздухом, не летели, они волочились по земле, как мешки. Это потому, что ты не из семьи интеллигентов. Прослойка, так сказать. Мой старик работал на заводе, они всегда вытаскивали на площадку баллон и надували гелием, как воздушные шарики, и себе, и детям. Везет же пролетариям. Естественно, мы ведь жили при диктатуре пролетариата, и в нашу честь трибуны кричали «Первомайский привет передовому коллективу завода Ильмарине», а вместе со всеми кричали в ответ «Ура!». Индрик взбирается на стол. Первомайский привет труженицам славного швейнопроизводственного объединения имени Клементий. Ура! Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция. Ура! Да здравствует Коммунистическая партия Эстонии. Ура! Да здравствует нерушимая братская дружба советских народов. Ура! Да здравствует полимер. Да здравствует Салва! Да здравствует Пунанаре! Да здравствует ордена трудового красного знамени ликеро-водочное объединение Львика! Ура! Пьем за Велика! Пьют. А разве у Левика был орден трудового красного знамени? Не помню. Я помню только, что у комсомола было 6 орденов, отчего тогда у водочной фабрики не может быть хотя бы один. Чем комсомол лучше водочной фабрики? У Брежнева было 5 орденов. Как он? Наверное, завидовал комсомолу? У
Брежнева орденов было больше. Это только золотых звезд героя у него было 5. Я помню, когда его хоронили, ордена несли перед гробом на красных подушечках, как собачьих лаветах. На каждой подушечке сидел орден, словно лягушка, и офицер торжественно нес его через Красную площадь. Блин, похороны Брежнева, это было круто. Занятия в школе отменили. А до этого был траурный митинг, помнишь? В актовом зале повесили портрет Брежнева из черной рамки, и Дир толкнул речугу. Это было нечто. Все кусали языки, чтобы не рассмеяться. У я и Ники от напряжения начались спазмы в животе. Едва объявили минуту молчания, она как пернет. Всю обедню испортила. Завуч вывела ее из зала и вызвала отца в школу. Да, хоронили Ильича по первому разряду, я по ящику смотрел. Он смотрел. Да все мы смотрели. Фабричные трубы гудели, а я перезвонил в дверной звонок. А я на балконе дул в отцову трубу. Старик как узнал, дико распсиховался, сказал, что нас посадят. Но не посадили же. При Сталине вас точно расстреляли. И тебя, и отца, и всю родню, и заодно тех рабочих с завода, где изготовляли трубу. Да что говорить о Сталине? При Сталине порядок был жесткий. Зато при Брежневе все оттянулись в полный рост. Мягко падает на диван. Представьте, подставьте мне на пузо стакан. Будем играть в похороны Брежнева. Чур, я Леонид Ильич. А мы кем будем? Твоими орденами? Нет, эта рюмка и есть орден. Вы будете изображать всенародную скорбь. Помните меня? Поднимите меня на плечи и траурным, церемониальным маршем понесите по Красной площади. Держи карман шире, может, мы тебя под руки проведем? Ни в каком случае покойников надо уважать. Да, мы тебя попросту сбросим в яму. Индрек наклоняет диван. Осторожно, рюмка опрокинется. Разве не помнишь, что наши предки говорили? Лучше вырвать страницу из Библии, чем пролить хоть каплю из рюмки. Ты первым захотел играть в похороны Брежнева, а его уронили в могилу так, что громыхнуло по всей площади. А вы будьте осторожнее. Дорогой Леонид Ильич, как вы себя чувствуете? Мяг бормочет что-то невнятное, продолжая Брежнева. Бурные продолжительные аплодисменты. Все встают, звучат возгласы. Да здравствует Леонид Ильич Брежнев! Слава КПСС! Мяг бормочет в ответ. А теперь игра принимает такой оборот. Я, принц, подъезжаю на белом коне к твоему гробу, целую тебя, и ты воскресаешь. И больше не бормочешь. При чем здесь принц? Брежнев не пидор. Пусть меня поцелует принцесса. Принцесса поцелует, и ты превратишься в человека. А кто я сейчас? Лягушка, что Ты ли? Брежнев. Да, из-за ведьмы тебя заколдовала. Раньше ты был высоким и красивым юношей, но ведьма превратила тебя в Брежнева. Тогда целуй. Но где же принцесса? Пусть меня Сирс поцелует, когда придет. Мне ваши поцелуи не нужны. Чтобы Сирс тебя поцеловала, не надейся. Ах ты завидуешь, успокойся. Вы там в Америке нацелуетесь всласть. Заткнись. Пробудись, Белоснежка. Что лежишь, как бревно? Хочу лежать не буду. Налейте мне водки, гномики. Помню, в детстве моей мечтой было увидеть фильм Диснея про Белоснежку. Однажды я его так и увидел, по фильмам. И он произвел на меня такое впечатление. Я ждал, я стремился увидеть бы эту картину вновь. Увидеть Белоснежку и умереть. Почти что. Со мной тоже творилось. Помнишь, были у нас тетрадки с разными вопросами, типа твоя любимая книга, любимая еда, любимый фильм и прочее. Половина класса называла любимым фильмом «Белоснежку». У меня была наклейка с Белоснежкой, тетушка из Швеции прислала. Я хранил ее как самое драгоценное сокровище. Где она сейчас? Знаешь, она сохранилась. Буквально на днях я был в гостях у матери и видел там старую коробку, в которой хранил свои сокровища. Все целостности и сохранности. Все диснеевские мультики были чудесными. И про Микки Мауса, и про Дональда Дака. Но Белоснежка — это нечто особенное. Высший класс. Микки Мауса и Дональда время от времени крутили по финам, а Белоснежку никогда или очень редко. Когда вернулась Эстонская республика и в магазинах появились видеокассеты, я первый-наперво купил Белоснежку. Все еще смотришь? Время от времени. Восстанавливаю в памяти. Все ли так, как и мне запомнилось в детстве. Ты, наверное, был влюблен в Белоснежку. А ты? Сам же говорил, что до сих пор хранишь ее в коробке. А я и был влюблен. А как ты думал? Я вынимал Белоснежку из коробки, глядел на нее и... В приличном обществе. Слышала бы, Белоснежка. Были у меня в детстве две мечты. Белоснежка и бананы.
Следовательно, ты бисексуален. С одной стороны Белоснежка, с другой банан. Известно же, что символизирует банан по Фрейду. Иди в жопу! Помню, как у меня текли слюнки, когда по финскому телевидению показывали бананы. Нет, ты не бисексуал. Ты склоняешься к гомосексуализму в чистом виде. Да заткнитесь вы, разве сами слюней не пускали? А если удавалось разжиться бананом, какой был кайф! Один банан я мог съесть полчаса, откусывая по крохам, чтобы продлить удовольствие. Какая непристойность. Дураки вы оба, я перед вами душу обнажаю, а вы? А ты не обнажай, неприлично это голышом ходить. Мы, конечно, люди свободомыслящие, но это твоя любовь к бананам. Больше я вам ничего не расскажу. Спокойствие, только спокойствие. Лучше выпьем. За здоровье Белоснежки и бананов. Теперь мы можем хоть каждый день жрать их и слюни пускать. Да, мы теперь живем в раю. Мои придурочные иностранцы тоже говорят, что мы живем в раю. Глядит, выпучит глаза, как их жрут, комары их хлопочут. У вас в Эстонии настоящий рай, дикая, нетронутая природа, стадо мартышек. Что ты на них катишь бочку? Будь доволен, что они у тебя живут. Иначе ты бы был нищим. Они не на нерв действуют. Как послушаю, что они долдонят, или как погляжу по ящику зарубежные новости, так всякий раз думаю, блин, Сталина на них нет. Они бы им показал, почем фунт лиха. Да что ты знаешь о Сталине? Ты родился при Брежневе. Ну, кое-что знаю. Да им бы и Брежнев показал, где раки зимуют. Гостил у меня на хуторе один англичан. Блин, все время материл свое правительство. И вообще, мол, жизнь в Англии хреновая. Рассказал, как выходит на улицы пикетировать с плакатом в руке. Выступает в защиту интересов гомосексуалистов и феминисток и больных СПИДом, и уже не помню кого. Ну, конечно, природы и черножопых. А когда подумал, ну и осел же ты, парень, чего ты пыхаешься? Ты сам себе представить не можешь, какая у тебя прекрасная жизнь. Можешь жрать бананы и смотреть фильмы про Белоснежку, можешь шататься по улицам со своими плакатами, пиздеть, что в голову сбредет, и никто тебя пальцем не тронет. А тебе, свинья ты эдакая, все мало. Пожил бы ты в Советском Союзе, бля, тебе бы расстреляли у ближайшей стенки. И в твою семью заодно. Это при Сталине. А при Брежневе засунули бы тебя в психушку. И, откровенно говоря, там себе самое подходящее место. Ну и что ты хочешь этим сказать? Я и сам не знаю. Только больно уж мне они нервно расшатали. Погляди, по телеку показывают, как во Францию приехал Буш, и в целое стадо кретинов выходят на улицы протестовать против войны в Ираке. Орут, размахивают лозунгами и все такое прочее. А скажи, когда, допустим, Риббентроп приезжал в гости к Молотову, в России хоть один человек вышел на Красную площадь с протестом, мол, не нужен нам пак, не нужно нам солнце чужое, чужая земля не нужна. Да представить такое смешно. Так что, ты считаешь, что все должно быть как при Молотове? Ничего не считаю, только когда про ящику показывают их марши протеста, я все время представляю себе, как из-за угла вылетает КГБ и начинает засовывать демонстрации в воронки. Меня смех берет, когда я представляю себе такую картину. Вот бы они охренели. Как бы завершающий мой англичанин, позвольте, сэр, я пикетирую тебя, требую повышения зарплаты пилотам гражданской авиации и разрешения однополых браков. А ему руки завернуть бы все спину. Огрели по башке и заслали на 25 на урановые рудники. И никакого шума. Вот бы они. Вот бы он явился. Ты от водки звереешь. Кстати, первый литр мы уговорили. Принесу из холодильника второй. Индрак уходит на кухню. Ты, Мяк, про КГБ ничегошеньки не помнишь. У тебя на русское время только в детстве пришлось. Ты вроде Индриковой черепашки в ванной, которая изо всей пустыни помнит только солнце. Она ничего не успела узнать про лисиц Кошинов, потому что прежде того ее ухватили за хвост и увезли в город. И с нами то же самое. Мы помним, как это легенду старика Хаттабыча и 3 друзей из Простоквашино, а не КГБ. Так что не стоит трепаться на эту тему. Нет, ты пойми, все это окружило нас. Мы им дышали, сами такого не замечая. Дай крокодилю тигренку отведать месяца, и уже никогда не забудет вкус крови. Конечно, крокодила Гену мы знаем лучше, но внутри этого самого Гена были спрятаны и КГБ, и всякая советская власть. Это был один и тот же мир. А для нас, иностранцев,
А для иностранцев даже не мир, а целая планета. Мы родились на ней, а теперь этой планеты уже нет. Мы все еще существуем. Мы входили в открытое море. И что с того? Что в детской надувной лодочке? Мы, понимаешь ты, знаем такое, о чем сухопутные крысы понятия не имеют. Возвращается Индрик в майке и тренировочных штанах, приносит бутылку. Ну вот, теперь я в подходящей форме, чтобы пить водку. Постой, я тоже переоденусь. Мяк подходит к шкафу, роется в нем. Гляди, что я нашел. Милицейский мундир. Это старшего брата. Он служил в милицейских войсках давно, когда его призывали на действительно. А где он сейчас? Работает в Швеции. Следовательно, мы имеем дело с фактом государственной измены. Гражданин, служивший в советских милицейских войсках и принимавший присягу, работает теперь на шведского короля. Да, это точно измена родине. Единственным смягчающим обстоятельством является то, что этой родины больше не существует. Протестую! Если ты принимал присягу, то будь ей верен до конца, как подобает мужчине. Вот именно, ты можешь себе представить, чтобы Атос и Д'Артаньян в случае распада Франции пошли служить испанскому королю. Ни за что! Они бы были такими перебежчиками, как твой брат. Теперь я буду носить этот мундир. Спотеешь. Не беда. Я, пожалуй, возьму вот это. Достает из шкафа длинное кожаное пальто реглан. Ты совсем сдурел? В нем еще жарче. Тыну надевает пальто. Теперь я крокодил Гена, Нахлобучивает Индраку на голову триух. а ты будешь чебурашкой. Погоди, музыку поставлю. Индрак ставит песенку крокодила Гены. К сожалению, день рождения только раз в году. Тыну и Индрак в такт музыки маршируют. Мяк в мундире отдает честь. Стук в дверь. Индрак выключает проигрыватель и идет открывать. Антон из-за двери. Прошу прощения, но это уже слишком. Музыка, топот. Имейте совесть, другие ведь тоже жить хотят. Тыну прячется в соседнюю комнату. Позвольте, я, конечно, извиняюсь, но... В чем проблема? Войдите, гражданин. Антон входит и, увидев милиционера в мундире, приходит в замешательство. Видите ли, что здесь происходит? Здесь вопросы задаю я. Сядьте. Что значит сядьте? Кто вы такой? Полагаю, гражданин, что вам не стоит запираться и прикладываться простачком. Вы прекрасно видите, кто я таков. Отвечайте честно и прямо, что связывает вас так с званием владельца этой квартиры? Меня ничего не связывает с товарищем Вильямсоном. Поверьте, товарищ начальник, он ни в чем не виновен, просто сосед. А вы молчите. Ваше дело нам совершенно ясно. Вы приносите заслуженную кару. Что вы вообще ожидаете? Сказано было 15 минут на сборы, а вы все еще сидите в майке и прохлаждаетесь. Предупреждаю, там, куда вас доставят, в майке будет холодно. Так что непременно возьмите теплые вещи. Живо! Меньше слов, больше дела. Что здесь происходит? Ах, дорогой друг, не спрашивай, меня депортируют. Дорогой друг, очень интересно. Нет, товарищ начальник, какой у меня друг? Просто сосед, я тут этажом ниже проживаю. Позвольте, я ничего не понимаю. Ведь это милицейский мундир? Ну и? Ну, у нас ведь полиция. Вы что, гражданин, газет не читаете? Радио не слушаете? Впрочем, название законом не освобождает от ответственности за их невыполнение. Итак, выкладывайте как на духу. Что вы за птица? Живо! Товарищ начальник, умоляю, не бейте его. Пожилой человек. Молчать, гражданин Вильямсон. Год рождения. 1940, только я ничего не скажу. По какому праву вы допрашиваете меня? В комнату входит Тыну в кожаном пальто. Какие проблемы? Вот, гражданин не желает морально разрушиться перед органами. Вот как? Понятно. Тыну долго смотрит в глаза Антону. А, старый знакомый. Простите, вы обознались? Поверьте, господин, мы с вами прежде никогда не встречались. Товарища полковника назвать товарищем полковником, а не господином. Понял? Недобитая белогвардейская сволочь. Не дай, пощадите, что здесь происходит?
Вы сами все поймете. Ведь пока соображаете, гражданин Эстонской республики. Да нет, в каком смысле? Выкручиваетесь. Нам про вас все известно. В вашей комнате был замечен синий-черно-белый флаг. Кем замечен? Разве это запрещено? Записывайте. Мят чирикает в блокноте. Мне сдается, что с вами все ясно, Вильямсон. Говорить не желаете, скрытничаете, выкручиваетесь. Ну что уже? Сколько времени вам потребуется, чтобы собрать все необходимое и убыть с нами? 10 минут хватит? Товарищи, я не знаю, что здесь происходит, но поверьте, я ни в чем не присудителем не замешан. Если этот гражданин в чем-то и приступил закон, то у меня с ним нет ничего общего. Мы совершенно чужие люди, просто соседи. Я не отвечаю за него. За него отвечать вам не придется. Вы ответите за собственные антисоветские поступки и понесете заслуженную кару. Полагаю, что суд определит вам содержание в колонии строгого режима, если не высшую меру. Вы, гражданин Вильямсон, понесете ответственность за собственные заблуждения. Капиталистические страны посещали? Да, как-то раз был в Финляндии туристом, но тогда это разрешалось. С кем встречались в Финляндии? Какие материалы передавали? Что ввозили? Встречался с Санта-Клаусом в Рованьеме. Там живут Деда Морозы. Нам устроили экскурсию, но я не приобрел там ничего, только для лишних нужд. Разрешенные к ввозу предметы. Не тебе контрреволюционная гнида решать, что разрешено, а что нет. Решают те, кто поумнее тебя. Не кричите на пожилого человека! Хотите, расстреляйте нас немедленно, только не унижайте наше человеческое достоинство! С превеликим удовольствием. У меня давно руки чешутся. Нет, нет, товарищ начальник, не стреляйте, не слушайте этого гражданина. Я всем доволен. Все верно, но порядок должен быть. Я тоже за твердую руку. Вы правильно делаете, что расследуете проступки этого гражданина. А это справедливо, так и нужно. Но я, поверьте, оказался здесь случайно. Я не имею никакого отношения к его делам. И флаг буржуазной республики, что на моем столе, принадлежит не мне, А кому же? одному знакомому. Могу сообщить его фамилию и адрес. Великолепно! Суд учтет вашу готовность сотрудничать с органами. Товарищ сержант, пройдите с гражданином, запишите его признание, обыщите квартиру и не забудьте опечатать дверь. Пощадите, не надо, я готов все рассказать. Вы нам все расскажете, независимо от того, хотите вы этого или нет. Как видите, у нас есть способы развязать вам язык. Следуйте за мной. Шаг вправо, шаг влево считается за побег. Стреляю без предупреждения. Господи помилуй! В нашем государстве гражданин Бога нет. Прекратите провокации. Я нечаянно, голова ничего не соображает, не слушайте меня. Я вообще не верующий. Я получил атеистическое воспитание. Довольно, мое терпение лопается. Шагом марш, да шевелись же! Мят уводит Антона. Индрек и Тыну хохочут. Как ты думаешь, мы не перестарались? Есть немного. Ну, что же тебе теперь делать? Понятия не имею. Как бы старика инфаркт не хватил. А вось не хватит? Возвращаются Мят и Антон. Товарищ начальник, разрешите доложить, эта старая буржуазная гидра пыталась мне на лестнице дать взятку. Глядите, Мят протягивает бумажник Антона. полно эстонских крон. Так, незаконное хранение валюты. Хорошенькое дельце. Умоляю, какая же это валюта? Это деньги, имеющие хождение в стране. В ваших кругах возможно. Заруби себе на носу, негодяй. В вашем государстве имеет хождение только одна валюта – российский рубль. Я понял, признаю свою ошибку. Желаю добросовестно сдать всю валюту государству Рибас. Все, кроме Антона, хохочут. В чем дело? Да так, правильный поступок. Товарищи из Москвы будут довольны. Ладно, пора кончать. Не сердись, старина, мы тут тебя слегка разыграли. Не обижайтесь, господин Вильямсон, это мы по пьяни. Антон садится на пол. Я ведь могу умереть. Нельзя же так. Нельзя так с человеком. Это преступление. Вы могли убить меня. Это была только маленькая шутка. Не бери в голову, старина, забудь. Как я могу это забыть? У меня до сих пор колени дрожат. Неужели ты во все это поверил? В Эстонской республике не может быть ни ментов, ни политруков. Почему не может? Они в любой момент могут вернуться. Что им граница? Или наша армия? Маскарад один. Напротив России нам не выстоять. Русские танки в любую минуту могут появиться. Здесь, в любую минуту. Успокойся, старина. По крайней мере, в эту минуту их стеснее. И не будет. Выпей-ка водочки. Антон пьет. Когда-нибудь они точно вернутся. Они придут. Я не сомневаюсь. Да им и не приходить не надо. Они все время здесь, ждут сигнала.
Ох, ребята, что вы со мной сделали? Меня уже 1 раз уводили. В 49-м я мальчишкой был. Всю семью. Вот так и пришли. Устроили обыск. Господи, меня ноги не держат. Поверьте, я искренне сожалею. По пьянке в голову приходят дурацкие идеи. Да, конечно, господи, я уж подумал, что снова депортация. Снова Сибирь. 2 часа на сборы и вперед. Постарайся прийти в себя. Выпей еще водки. Видите, я наливаю вам целый стакан, а теперь идите к себе и спокойно пейте, расслабьтесь. Нам очень стыдно, честное слово. Простите нас. Да, я пойду. И Антону наливают полный стакан. Спасибо, ребята. Господи, я уже подумал. Опять старые времена возвращаются. Нет, я все время чувствовал, что они вернутся. Но чтобы так, вдруг, это меня выбило из колеи. Опять ссылка. Никакой ссылки. Топай домой, старина. Удачи. Мярт выталкивает Антона за дверь. Бедный старик, совсем готов. Оклемается. Такие, как он, и в самом деле не удивятся, если вернется русское время. Они всю жизнь варились в этом супе. Теперь они словно выпущенная погулять морковка, которую в любой момент могут снова бросить в кастрюлю. По крайней мере, этому так кажется. А ты заметил, как он сразу же раскололся и был на все готов? Старый прохвост. Для него это не шутки, а мы играем. Да, господа, мы играем, и у нас еще долгий вечер впереди. Пей, гуляй, жизни лишь раз живем. Вздрогнем? Вздрогнем. Занавес. Можно немножко потанцевать, как и участники вечеринки. Действие второе. Звонок в дверь. Индрик идет открывать. Входит Сирц. Привет. Поздравляю, Индрик. Сирц Спасибо. целует именинника. Спасибо, прошу к столу. Я принесла тебе бананов вместо цветов. Я подумала, к чему тебе цветы? Нам же лететь в Америку. Цветы останутся здесь вянуть, а бананы ты съешь. Обрати-ка внимание, Мяр, бананы. Да, Белоснежка принесла бананы. Сказка. Это мои школьные друзья Тыну и Мярт. А это Сири. Привет, Белоснежка. Привет. Только я не Белоснежка. Не бери в голову, для нас сегодня любая женщина Белоснежка. И не спорь. Наверное, мне самой решать, кто я, не так ли? О, разумеется, позволь, я налью тебе вина. Индрик идет за вином. А я позволь водки. Нет, спасибо. Водку я не пью и никогда не пила. А ты попробуй. И пробовать не стану. Сами пейте, если хотите. А что означает этот мундир на тебе? Это означает, что я милиционер. А я по политической части. Политик, значит. В какой партии состоишь? Партия у нас одна, коммунистическая. А я служу в ЧК. Недаром меня прозвали Железным Тыну. Это у вас шутки такие? Я не убываюсь. Нам не до шуток, барышня. Борьба с классовым врагом – дело серьезное. Да, пора свернуть шею проклятой контрреволюционной гидре. За победу в мирной революцию, товарищи! Мярт и Тыну встают, чокаются и пьют до дна. Индрик возвращается с вином. Ну не обижайте девушку. Какие интересные у тебя друзья. Да, очень интересно, только не позволяем делать из тебя дурочку. А вот, Они это любят. Из меня никто не сделает дурочку. а вот за это, Белоснежка, не ручайся. Зажжем твои тонкие пальчики, слесарные тиски, и ты, Белоснежка, добровольно признаешь себя дурочкой. Повторяю, никакая я не Белоснежка. Бананы ты принесла? Принесла. Не вижу связи. Это не дурака валяет, не обращай внимания. Я и не обещаю. Ты утром заедешь за мной на такси? Да, подхвачу тебя и поедем в аэропорт. А откуда в Америку? Живут же люди. Ты бывал в Америке? А кто там не бывал? Каждый обязан туда съездить. Это ведь страна неограниченных возможностей. Я тоже так считаю. А всегда чудесно чувствую себя в Нью-Йорке. Это мой город. Знаешь, всякий раз, когда схожу в самолет в аэропорту Кеннеди, у меня такое чувство, будто я вернулась домой. Мне так хочется жить в Нью-Йорке, его стиль и темп жизни. Это то, что мне надо.
Вот-вот, послушай, Белоснежка, сядь со мной рядышком. Кстати, Индрик, она у тебя просто очаровашечка. Кожа бледная, как снег, очи черные, как эбеновое дерево, губы красные, как кровь. Груди, как два гномика. Заткнись. Свои наблюдения можешь держать при себе. Не обижайся, я имею в виду таких крупных, крепких гномиков, таких могучих, которые не только и делают, что добывают драгоценные камни. И на колпачках у них такие кнопочки задорно торчащие вверх. Сядь ко мне. Мне здесь хорошо. Послушай, Инц, мы будем пить водку или ты навек присох к этой длинной бутылке? Выли ее в сортир. Будем, все будем. Сейчас я тебе налью. Сколько вы уже выпили? 2 литра, не половину осилили. 2 литр? И как это во столько влезает? Дело привычки. Послушай, Белоснежка. Ряд подсаживается поближе к сердцу. Тебе непременно надо сидеть так близко. Да, иначе тебе мои ручки не слышны. У меня к тебе важный разговор. Ну и? А как твои дела вообще? Не самый остроумный вопрос. Нет, честно, меня интересует. Я уже, можно сказать, старик, интересуюсь знать, как живут такие птички божьи. Такие, каким нравится Нью-Йорк и которые мечтают жить в Америке. Во-первых, я не птичка. А во-вторых, с чего ты взял, что ты старик? Ты далеко еще не стар. Ах, дорогое дитя, я родился в прошлом веке. Ах ты бедненький. Да мы все родились в прошлом веке. Какое это имеет значение? В Англии, где я училась, люди намного старше тебя поступают в университеты, ходят на лекции до сих пор и выбирают, чем заняться в жизни. Они еще только ищут свой путь, учатся повышать квалификацию. Они чувствуют себя молодыми, у них еще все впереди. И скажи кому-нибудь из них, ты старик, он жестко обидится. Все это от того, что они кретины. Имбецил тоже вечное дитя, и до гроба писает штанишки. Вечные подростки. Почему ты так говоришь? Тебе не хочется оставаться молодым? Ни за что. Гадость какая. Мне тоже не хочется. Современная молодежь так глупа. Ну-ну. А вы все, конечно, умники. Да, мы умные. Это ужасно, но оно так и есть. Я-то вижу, я ведь школьный учитель. Ну и чему ты учишь? Литературе. Это ужасно, Белоснежка. Большинство современных старшеклассников ничегошеньки не знает. Не относись к этому так трагически. Просто теперь никто не читает столько, сколько прежде. Времена меняются, я понимаю, что тебя, как препода, это бесит. Но не все ведь обязаны читать каких-то там Хамсара и Достоевских. В мире столько интересного и без них. Есть компы и то, что прежде приходилось с трудом разыскивать в книгах. Ты одним пальчиком выживешь из интернета. Мир открыт, можно путешествовать. Люди делают карьеру, много учатся, читают специальную литературу. Понимаешь, сегодня постоянно надо совершенствоваться, чтобы держаться на плаву и не отстать от поезда. А на всякую там балетристику просто времени не остается. Во, именно это я и слышал от своих учеников. Слышал и ушам своим не верю. Знаешь, Белоснежка, в университете я очень хотел стать учителем литературы. Представлял себе, как мы с учениками будем читать хорошие книги. Действительно хорошие, а не заплесневелые обязаловки школьной программы. И как после будем с классом беседовать об этих книгах, делать то, о чем я постоянно мечтал в школе. Но тогда это было невозможно, так как литературу нам преподавала старая дура, которая держалась за программу, как утопающая за соломинку, и вбивала нам в голову всякое дерьмо. Я хотел стать для моих ребят таким учителем, о котором сам мечтал, но теперь выходит, что не удалось. А таких, как я, уже никто не мечтает. Я опоздал. Скажи, Белоснежка, ты читала «Трех мушкетеров»? Пробовала когда-то, но бросила. Зато я смотрела американский фильм. Это было круто. Один мушкетер, ну, тот главный герой, фамилию не помню, был любовником королевы, ведь так? И какой-то король был его сыном. А у него был брат-близнец, которого держали в темнице. Бога ради прекрати. А Булгакова ты читала? Фамилия вроде знакомая. Что он написал? Это какой-то русский, да? А Кафку читала? Это что, экзамен? Не Ну. читала. Ну, Карлсона, по крайней мере, ты читала в детстве. Естественно. Как звали воров? Господи, ну откуда мне помнить? Разве там были воры? Я так давно читала, с какой стати мне все помнить? Мят, как звали воров? Филли, Руля. Инс, как звали брата и сестру малыша? Боси и Бетан. Имя в дому учительницы. Хильдор. И у него была сестра Фрида, которая жила на улице Фрей. Ну что вы доказали? Что знаете Карлсона наизусть? Что мы из другого века, из старого закончившегося века, из другого мира погибшего, ушедшего под воду мира, из Атлантиды. У нас с такими, как ты, ничего общего, разве что нос поперек лица и ниже спины задница. И все сходство. Кошмар!
Я стою перед классом и смотрю на них. Я рассказываю им о книгах, в которые был влюблен. О книгах, которые перечитывал трижды, 5 раз, 10 раз, которые я запомнил наизусть. О книгах, которые мне были дороги, которые я бежал, едва только выпадет свободная минутка. Добровольно! Запрети кто-нибудь, я все равно читал их. И в подвале, под одеялом, где угодно. Я говорю этим долболомам о своих любимых книгах и спрашиваю, вы их читали? Нет, отвечают они. Ну так прочтите, не желают. А ведь я советовал им хорошие книжки. Не какую-то гребаную поднятую целину или молодую гвардию. Я советовал им прочесть самые лучшие, самые интересные вещи. Но их это не интересует. Они сидят и глядят на меня тупыми рыбьими глазенками и спрашивают, а зачем мы должны читать эту книгу? Ведь она такая толстая, какая от этого польза? Блин, говорю я, ты спрашиваешь, какая у тебя будет польза от прощения братьев Карамазовых? А такая, ублюдок, ты безмозглый, что ты станешь человеком, поймешь, чем живут люди, дорастешь до цивилизованного существа. А они не верят. Они отвечают, что прекрасно обойдутся и без толстенных томов. И они правы, потому что если все они кретины, то им в кретинском кругу хорошо. Бутыль с кетчупом на полке супермаркета не нуждается в Гоголе. Ей так хорошо. К чему ей Гоголь, если она наполнена кетчупом под завязку? Они самодостаточны. Но я все равно лезу вон из кожи, пересказываю им содержание, пытаюсь пробудить интерес, потому что это в моих интересах тоже. Когда я брожу по городу, мне хочется, чтобы вокруг меня были люди, а не кетчупы. Но все бесполезно. Они не хотят, они не понимают, они не интересуются. Я задумываюсь, а в чем же дело? Неужели книги со временем приходят в негодность? Как молоко или колбаса? Но ведь это не так. Просто те люди, те индивиды, те существа, которые сидят передо мной в классе, относятся к другому биологическому виду. Собаку не заставишь есть сена, а их не заставишь читать книги. Никаких мозгам не пробиться. Все это только суета, суете, унижение духа. Другой вид расплодился, как сорная трава. Слишком трагически воспринимаешь жизнь. Будь проще. Порою я ловлю себя на том, что не убить их хочется. Хожу по улицам, вглядываюсь в эти прохожих и замечаю, что мозги пусты. Они не прочли ни одной из тех книг, что мне дороги. Они не видели ни одного из тех фильмов, которые души не перевернули. Это совершенно чужие существа, пришельцы из иного мира. НЛО какие-то. И во мне срабатывает инстинкт самозащиты. Их надо убивать. Кретины подлежат уничтожению. Дикарей ликвидировать и сжечь, потому что они опасны. Сон разума порождает чудовищ. Ты готов убить человека за то, что он не читал какие-то там книги? Да, беспощадно. Потому что он НЛО. Лапу, дружище, ты чертовски прав. Я тоже об этом думаю. Блин, сколько идиотов вокруг. Один пулемет решил бы проблему. Длиной очередью от живота трах-трах-трах. Да вы рехнулись. Если человек не читал писанину какого-то жутко важного старца, еще не повод для расстрела. Я знаю много совершенно замечательных людей, которые, возможно, и в самом деле не читали этого Достоевского, но при этом их никак не назовешь идиотами. Они в своем деле собаку съели. Они хорошие друзья и умеют расслабиться. И мне с ними приятно. Ненавижу таких, которые умеют расслабляться. Почему? По-твоему, все должны ходить с насупленной мордой и только делать, что читать «Три мушкетера»? Видишь, Мяк, мы из разных миров. Вижу. Я столько раз бывала в чудесных компаниях с людьми, которые не читали эти ужасно какие важные книжки. И представь себе, нам было о чем поговорить. О жизни, о делах, о том, что с кем приключилось. Иной раз мы так хохотали, что... Индрик, помнишь, как мы с моими друзьями ходили на байдарках по озерам Норвегии? Помнишь, как мы ночевали у водопада? Оля начала разводить костер и нечаянно поджег собственный ботинок. Помнишь, как мы веселились? Господи, какие песни был Сёрин и Лиза? Я от смеха чуть не описывалась. А помнишь, как Ханс свалился в реку, развесил всю одежду на ветвях сушиться, а вместо фигового листка пришпандорил себе на самое интересное место вырванный из газеты портрет Бритни Спирс. И весь день ходил в таком виде. Господи, ну и видок. Признайся, Индрик, разве нам с тобой не было чудесно? Разве люди, не читавшие трех мушкетеров, не могут быть славными и веселыми? Индрик, пока шел спор, он сидел, обхватив голову руками и боролся с дремотой. Могут. Инс, если ты ее трахнешь, еще не значит, что ты обязан во всем идти у нее на поводу. Что? Молчать. Всем заткнуться. Лучше послушаем музыку. Индрик ставит пластинку с молодежной Дунаевского, начинает танцевать под нее. Мяк встает, кланяется сердце. Станцуем, Белоснежка? Тыну тоже кланяется девушке. Лучше потанцуй со мной. Нет, на что я вам? Я ведь ничего не читала. Сейчас это не важно, для танцев сгодишься. Если брать тебя просто как женщину. Отвяжитесь от меня. Была бы честь предложена.
Не журись, ты ну, станцуем с тобой на пару. Мят и Тынут танцуют в присядку. Убери эту музыку, это же полный отстой. У тебя других дисков нет? Это из одного русского фильма. Волга, Волга. Танец дворников с метлами. Это был один из самых клевых фильмов русского времени. Теперь не русское время. Сегодня вечером как бы русское, понарошку. Надоели мне эти тусовки в стиле ретро. В жопу! Никакая это не ретро-тусовка, ты не в клубе. А жаль, сходили бы в клуб, потанцевали нормально. Сегодня в клубах полно народу. Вальпургиева ночь как-никак. Какая еще Вальпургиева ночь? Сегодня день международной солидарности трудящихся. А ну-ка, Инс, вруби нашу. Никаких Вальпургиевых ночей в Эстонии никогда не отмечали. Это буржуазный праздник. Да, накануне 1 мая непозволительно шляться и веселиться. Каждый трудящийся должен в это время готовиться к демонстрации, город, убираться портретами товарища Брежнева, чтобы стать в этот день краше. И в самом деле, потому что товарищ Брежнев был ослепительно красив. Интересно у тебя день рождения получается, Интрек. Не понимаю, с чего вы ловите такой кайф? Вам бы жить при Брежневе. Почему вы Брежнева не пригласили? А мы его пригласили. Леонид Ильич давно лично поздравил юбиляра и обещал непременно быть. Звонок в дверь. Индрик, выключая музыку, идет открывать. Входит Антон, который заметно пьян. Я возвращаю ваш стакан. Вот что, спасибо. Как самочувствие? Самочувствие отличное. Все системы работают нормально. Не думайте, я на вас зла не держу. Я и сам люблю пошутить. Мой принцип: и тот, кто шуткой по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Вот. Чудесный принцип. Глотни, старина. Спасибо, я откажусь. Не такой я человек, чтобы блевать в протянутую рюмку, как приговаривали в русское время. Антон присаживается рядом с сердцем. Барышня или уже мадам? Барышня. Ах, вот как. Ну, конечно. Слушай анекдот, барышня. Ленина спрашивают, кого лучше иметь, жену или любовницу? Ленин отвечает: лучше обеих. Жене говорит, что пошел к любовнице, любовнице, что остался женой, а сам в библиотеку и учиться. Что-то, старина, ты все норовишь к юной даме под бочок. А ну-ка сядь за стол. Мят оттаскивает Антона от Сирт, сам садится рядом с ней, обнимает, пытаясь влепить поцелуй. Как настроение? Убери руку. Кому она мешает, Белоснежка? Сирт встает, подходит к Индрику. Я ухожу. Что ты, не уходи, будь умницей. Все путем. Или вот еще. У армянского радио спрашивает, сколько человек руководит Советским Союзом? Армянское радио отвечает: 1,5. Вечно живой Ленин и полуживой Брежнев. Еще и старик это с дурацкими анекдотами. Тоже мне кайф. Пошли, Интрек. Потанцуем или в паб, туда, где нормальные люди. Можем мы в твой день рождения хоть немного повеселиться? Здесь тоже весело. Только не мне. Что за веселье? Сидите, водку трескаете, трясетесь под кошмарную древнюю музыку и дурака валяете. Ты, Инц, закажи своей невесте какого-нибудь массовика-затейника, чтобы ее веселил. Можно, например, устроить состязание, у кого скорее лопнет воздушный шарик. Мужики зажимают между ягодицами канцелярскую кнопку и спиной вперед бегут с шариком. Кто первый сумел проколоть шарик, тот и выиграл. Или еще есть такая игра. Бег с апельсинами за щеками. Ужас, как смешно. А потом можно кормить друг друга картофельным салатом с завязанными глазами. Радости полные штаны. Человек, который придумал это, был гением. Американец не иначе. Они умеют. А помнишь, была такая игра? В миску наливают воду до краев и пускают по ней плавать яблоко. И ты без рук должен откусить от этого яблока кусок. Вот это здорово! В эту игру я играла, когда к нашему курсу в гости приезжали датчане. Вот это было весело. А потом парни предложили усовершенствовать условия. Вместо воды налили пиво. Как парни тянули носами пиво из миски, да яблоко уже никому не было дела. Давно я так не смеялась. А не сыграть ли нам? Легко. Нет, я против. Почему? Послушай, Белоснежка, кончай. Не станем мы играть в твои дурацкие игры. Лучше поцелуемся. Сирт отталкивает Мята, который лез к ней с поцелуем. Вам никакое веселье не нравится. Эти игры унижают человеческое достоинство. Мое достоинство они не унижают. Вы просто закомплексованы по самое не могу. У армянского радио спрашивают, наука или коммунизм?
Армянское радио отвечает: нет, будь он наукой, его бы сперва испытали на собаках. Дым становится за спиной Сир, целует ее в шею, другая его рука скользит по груди девушки. Перестань! Брежнев спрашивает внука: кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Генсеком? Брежнев возражает: нет, малыш, так не пойдет. Ну, посуди сам, зачем нам два генсека? Зачем вы меня лапаете, Интрек? Да. Твои друзья слишком много себе позволяют. Просто мы любим белоснежек, белая как снег, алая как кровь, черная как эбеновое дерево. Вам больше подходит Брежнев. Видите, он сидит вон там. Сир показывает на Антона. С ним и целуйтесь. Старого козла надо выставить за дверь. Брежнев вызывает к себе космонавтов и говорит: американцы полетели на Луну, мы решили послать нас на Солнце. Те в ответ: ну ведь мы сгорим. Брежнев успокаивает их: не надо думать, товарищи, что в Политбюро сидят одни дураки. Вы полетите туда ночью. Оставь его в покое, человек столько вынес. Он нам не мешает, пьет, да бормочет себе анекдоты про Брежнева. Пусть остается, он подходит сюда идеально. Нет, Инс, по-моему, ему пора уходить. Давай подымем его. Эй, папаша! Слушайте, Брежнев говорит: товарищи, по Москве ходят слухи, будто вместо меня возят огородное пугало. Это ложь. На самом деле вместо огородного пугала возят меня. Пора домой. Эй, Индрик тормошит Антона, но того ноги не держит. вставай. Что будет с крокодилом, если он проглотит Брежнева? Ответ: он 2 недели будет трать орденами. Оставь старика в покое. Припадки бурного веселья падает на пол. Оставь старика в покое, он упился в драбаган. Вот пусть у себя в дома и валяется. Какая разница? Тем более, что вторую бутылку мы тоже прикончили. Гони новую. Бутылку столичной, пожалуйста. С вас 4,12. И колбаски граммов 200. Кило докторской колбасы стоило 2,20. Пачка масла 68 копеек. А сахар 78 копеек кило. Картошка в магазине стоила 9 копеек за кило и продавалась в 3-килограммовых пакетах. Лимонад стоил 18 копеек. Но не забывай, что 10 копеек тебе отдавали за возврат стеклотары. А потом появилась фанта, и она уже стоила 45 копеек бутылка. Это был просто грабеж. Муганский ржаной хлеб стоил 10 копеек. Маргарин 43 копейки. Газета 3 копейки. Пионерская газета «Сядя» стоила всего копейку, и газированная вода без сиропа, и коробок спичек. Сколько всего можно было купить за копейку? Кому это помешало? За 2-копеечную монету можно было позвонить по автомату. Билет в кино 30 копеек. Да, сколько стоила плитка шоколада? 65 копеек. Шоколад Кама был намного дешевле. Сколько же он стоил? Забыл. Вот незадача. Инс, ты помнишь? Нет. Черт возьми, неужели никто не помнит, сколько стоил в русское время шоколад Кама? Стареем. Да какое это имеет значение? Зато я помню, что стакан томатного сока в магазине стоил 8 копеек, а соли в него ты мог ложечкой класть сколько угодно. Точно! А сливовый сок 10 копеек. Как сейчас помню. Брежнев выступает перед рабочими: товарищи, очень скоро мы заживем еще лучше. Рабочие отвечают: а мы? Да вы просто... Неужели самим не противно? Не такие вы старые, чтобы всю дорогу копаться в прошлом, боже упаси. Учитесь мыслить позитивно, глядите вперед. Ничегошеньки ты не помнишь, Белоснежка. Дым украдкой целует Сир в шейку. У тебя красивая шея, а как благоухает. Что это за парфюм? Иди ты нафиг. Прекрати ко мне подбираться сзади. Индрик, я тебя не понимаю. Все время был совершенно нормальным парнем, а сегодня... Сирс, прекрати качать права и перестань корчить обиженную рожу. Все путем. Мы, старики, пьем водку, вспоминаем минувшие дни. Ты говоришь так, будто тебе 100 лет. Порой мне кажется, будто я жил 100 лет назад. Ты подумай, меня как-то избрали секретарем комсомольской организации класса. Разве ты не чувствуешь, что такое могло случиться только очень давно? Никак не меньше 100 лет назад. У себя в школе мы с молодыми учителями организовали комсомольский клуб. В него ходили все, кто был в комсомоле. И что же вы делаете в этом клубе? Ничего. В комсомоле ведь тоже ничего делали ничего. Но у нас работает одна девушка, преподает английский. Ее отец был пастором. А она в свое время не вступала в комсомол. Как она нам завидует, все допытывается, чем мы занимаемся в клубе. А мы молчим, как Зоя Космодемьянская. Говорим, тебя нельзя знать.
о наших комсомольских делах. Это страшная тайна. Да, раз упустила свой шанс, ходи голодная. Мы последние, после нас придут такие, как ты, Белоснежка. Мы замыкающие в колонне. Я помню, отец работал в музее. А музей всегда замыкали праздничные шествия, после нас уже не было никого. Нами колонна заканчивалась. Когда мы проходили площадь Победы, становилось ясно, что шествие закончено. И вслед за нами на асфальт выезжали большие уборочные машины и сдували с него остатки лопнувших шариков. За нами была пустота. Конец света. Конец торжества. Ты прав, Инс. Мы замыкающие. Впереди нас прошли многие, хотя бы тот старый чудак, твой сосед. Все они шли перед нами десятками поколений. А мы глядели на их задницы и ржали. Нам было безумно весело, но за нами уже не оказалось никого. Нам не с кем стало поделиться своими шутками. После нас площадь отмыли от всего того говна, которое оставляет за собой парад. И на ней восстановилось обычное дорожное движение. Как в любом уголке света, нам последним удалось пройти строем перед трибуной. И слава богу, что удалось. Ты, Белоснежка, слишком поздно родилась на свет. И если бы твои родители сообразили своевременно трахнуться, ты бы тоже шагала по площади. Иди сюда, садись со мной. Ну уж нет, благодарю за честь. Чего-то не тянет. Я не считаю, что много лишилась. Но не сходила я на демонстрацию. Честно говоря, не больно-то и хотелось. Зато я поездила по свету. Еще школьница и год провела в Америке, полгода в Дании. Я думаю, что моя жизнь во всяком случае интереснее вашей. И станет еще интереснее. Да, Белоснежка, это так. Но тебе ни с чем не сравнить. Мы-то можем и в Данию съездить, и в Америку. А вот тебе никогда не быть на соборе пионерской дружины. А мы там бывали. Мне завидовать? Ты завидовать не станешь. Это мы завидуем. Мне? Да, Я не завидую. завидуешь. Как же иначе? Ты советский пионер. И чтобы не завидовал Белоснежке, такого быть не может. И Инсу ты тоже завидуешь. Потому что он, понимаешь, так ловко устроился, что спит с Белоснежкой. Он заполучил Белоснежку, у него теперь каждый вечер Диснейленд. Ты очень активно пытается поцеловать сердце, наваливается на нее, сердце ускользает. Ты, ну что ты мелешь? Но ведь это так. Нам тоже хочется. Юных белоснежек, которые ничегошеньки не знают, которым целиком принадлежат тому миру, который мы видели только по финскому телевидению. Ты слышал? Она еще школьницей побывала в Америке. Что бы мы отдали за то, чтобы еще в школьные годы оказаться в Нью-Йорке? Я даже не мечтал об этом. Это было невозможно. Нью-Йорк — это из сказок. В Америке побывал Колумб, но обычному смертному человеку туда было не попасть. А твоя Белоснежка родом из сказки. Для нее это обычное дело. Она была в Америке, Финляндии, еще с детства жрала бананы от пуза. Может быть, ей не хотелось, в нее уже не лезло. Конечно, мы ей завидуем, мя. Нет, разумеется. Теперь мы и сами побывали в этом сказочном мире и корчим важную мину. Но это уже не то. Мы не способны уверовать до конца, что это все наше. Мысль все еще блуждает в каких-то странных воспоминаниях. Нам мерещится тот мир, которого уже нет. Мы глядим на сказочного принца, а за спиной у него видим пионера. И этот пионер чертовски хитер. Он кривляется, он норовит сучить принцу горло. И мы покатываемся от хохота. Мы просто не можем иначе. Мы снова и снова ползаем по полу в ванной и вспоминаем свою пустыню. Мы человеки-амфибии. Маленькие жабы за ушами не позволяют нам беспрепятственно наслаждаться тем, что мы дышим кислородом. Послушай, ты ну, иди проспись. Есть, начальник! А шоколад Кама, между прочим, стоил 16 копеек. Тыру уходит в соседнюю комнату и рушится на пол. Спрашивают японского и советского рабочего, сколько часов длится ваш рабочий день? Японец отвечает, 6 часов. 2 часа на Японию, 2 часа на хозяина и 2 часа на себя. А наш отвечает, я работаю 2 часа на себя, потому что хозяев у нас нет. А нахрена я должен работать на какую там Японию? А? Спасибо, старина, больше не желаем тебя слушать. Пей, если хочешь, но держи язык за зубами. Эти старые анекдоты у нас уже в печенках сидят. Вот это правильно. Интрик, может, и ты пойдешь спать? С тебя хватит. Не, время еще детское. Мя, наливай. Входит Леопольд. Ну вот, приехал наконец. Я на работе задержался. Сначала искал какую статью в интернете, а потом зачитался журналами. По порносайтам не больше лазить? Нет, разные экономические журналы из тех, что висят в сети. Ну, как именин справляете? Привет, Сири. Привет, Леопольд. Как чудесно, что ты пришел. После похорон Черненко в Кремле раздается звонок. Алло, вам нужен генсек? Да вы что, гражданин, дурак?
Да, я дурак, я старый больной. Антон дико хочет считаться, опрокидывает рюмку и валится на спину. Постой, Черненко? Только не притворяйся, будто не знаешь Черненко. А я, кстати, себе не знаю. Это какой-то коммунист, да? Фамилия знакомая, но кто это не припоминаю. У меня вообще память плохая на русские фамилии. Не гони пургу, Леопольд, я понимаю Сири, она тогда совсем ребенком была. Ну ты обязан помнить, ведь мы с тобой ровесники. Послушай, мне просто не до этого. У меня голова забита цифрами и понятиями, которые я обязан помнить. И я не могу забивать мозги всякой древней чепухой. Тем более, что от нее нам никакой пользы. Я весь вечер вталкиваю им это, но у них словно крыша съехала. Крутят какие-то жуткие старые русские пластинки и всю дорогу упоминают Брежнева. Антон пытается снова влезть с анекдотом, но его уже никто не слушает. Из его уст вылетает несколько только невнятное бормотание, напоминающее брежневскую манеру речи. А этот старик откуда? Сосед. Послушай, мне кажется, ему дурно. Его надо увезти. Чего он тут лопочет? Весь вечер рассказывают дурацкие русские анекдоты, из которых я ничегошеньки не поняла. Вставай, старина! Леопольд пытается сдвинуть Антона с места, тот не шевелится и все лопочет. Помоги мне его вывести, не то он тут все заблюет. Мятый Индрик держится индифферентно. Ну, Индрик, ну же. Все равно нам от него не избавиться, никуда он не уйдет. Уйдет как миленький, ты только помоги. Индрик, ну помоги же. Он не уйдет, он здесь и останется тут навеки. Не хочу, чтобы он тут лопотал. Увы, мы тут бессильны. До тех пор, пока мы здесь, он с нами. Тебе придется с этим помириться. Или самой идти отсюда в другое место, в свое кино, в замок принца. Ступай в замок, Белоснежка! Да ты в своем уме, Ленец? Белоснежка, ты моя... Индрик обнимает ее и валится вместе с ней на пол. Ты пьян, как скотина. Сирц вырывается и встает. Я ухожу. Валяйся здесь с этим стариканом. Индрик запевает гимн Эстонской СССР. Мят подхватывает. Так к русскому зрителю эти слова ничего не скажут, то можно петь гимн Советского Союза, путая слова из двух редакций, когда случайно вставляя строчку из гимна РФ на ту же музыку. Вот когда гимн допет, Мят со словами Вот это круто! валится на диван. Я, пожалуй, тоже пойду. Пой с нами, пой, как мы, пой лучше нас. Да не помню я песен русского времени. Удивительный ты человек, Леопольд. Вроде бы даже и не человек, скорее инопланетянин. У тебя что, вообще памяти нет? У тебя в голове не мозг? Сдается мне, что там у тебя проводочки, платы, микрочипы, жесткий диск, который ты по желанию можешь стереть любой файл. Это не надо, с этим я больше не пользуюсь. Щелк, мышкой и стер. Ты словно и не жил в том же мире, что и мы. Ты уже ничего не помнишь, ни хрена. Как ты сумел превратиться в такое совершенное существо? Вот именно, существо. Создание неизвестного происхождения. Человек-машина. Как тебе удается до блеска очистить свою черепушку, выместить весь старый хлам, который у нас остается, валяться в уголке. В старых кладовках всегда полно всякого барахла. Как тебе удалось опустошить свою кладовку? Ты выносил барахло дни и ночи напролет? Сжигал его? Зачем? Чего ради столько пахать? Боялся, что этот старый хлам принесет тебе беду? Что, лучше не помнить? Помню я, достаточно. Ничего ты не помнишь. Ни хрена. Ты робот. Инопланетянин. Леопольд садится к столу, наливает полный стакан водки, залпом выпивает, наливает второй, выпивает его, потом допивает из горла. Что с тобой творится? Так значит, я не помню. Так значит, я не человек. Успокойся. Прости меня. Если я тебя видел пьян, понимаешь, ты славный парень, образцовый гражданин, трудоголик. Побольше бы таких, как ты, ведь я тоже пытаюсь стать тобой. Эти старые воспоминания, они в самом деле хлам, ненужный и бессмысленный, прости меня. Просто сегодня ночь такая, ночь наполовину в ванной, на полу ванной,
на подогретом полу, который напомнил пустыню нашего детства. Ну, довольно. Индрик встает, идет в ванну, сует голову под струю холодной воды и выволакивает черепашку из ванной. Хватит с тебя. Это никакая не пустыня, это всего-навсего электричество, фальшь, подделка, не песок, а кафельные плиты. Глупая рептилия. Ты давно не живешь в пустыне, да и там не жила. Ты спишь под радиатором, жрешь экологически чистый корм из коробки. Какая к черту тебе еще нужна пустыня? Брысь! Можешь ползать по ковру, тебе понравится, можешь даже насрать на него. Мне пофиг. Антону. И ты, старый козел, выметайся! Антон бормочет. Проваливай, старый павиан. Исчезни и не лопочи здесь. Индрик поднимает Антона за шкирку и выкидывает за дверь. Все, цирк сгорел, и клоуны разбежались. Скоро утро, и я должен ехать в Америку вместе с Сирц. Набирает номер. Сирц, это я. Нет, все кончено. Прости меня, я тебя прошу. Да, это было ужасно, я перепил слишком. Это никогда не повторится, я протрезвею. Да, я уже как стеклышко. Да, я люблю тебя, я заеду за тобой. Ты жди. Да, я попробую поспать. Нет, не просплю. Не волнуйся, все путем. Все будет окей. Целую. Я тебя целую. Кладет трубку. Так. Репорт, ты прости меня, я тебя обидел, я такую чушь нес, ты мой друг. Все у нас с тобой прекрасно, правда? Ты сказал, что я ничего не помню. Не обращай внимания, это я по пьяни. Прости меня, дурака. Я помню все! Все! Я великолепно помню долину, покрытую синими песками, среди которых прошло мое детство. Помню 3 черных солнца, которые восходили 4 раза в год, и от их обжигающей, черной, смертельной жары мы прятали свои пещеры. Но это не страшно. В пещерах тоже было чудесно. Я прорывал новые ходы, ползал в синем песке и гонялся за птичками. На нашей планете птицы жили под землей, а рыбы летали в поднебесье, и с высоты роняли сверкающий серебром икру, из которой я лепил домики игрушечных животных. И я помню, как мама, высунув голову из песка, скликала нас на обед, и как я перед едой всегда ходил проведать нашего братца, который же не вылупился из яйца. Он смотрел на меня сквозь скорлупу, тараща свои большие красные глаза, и я махал ему лапкой и уговаривал: потерпи, еще всего-то 2 годика, и ты созреешь и вылупишься из яйца. Ты это о чем? Ты сказал, что я не человек, а я и не человек вовсе, я звездный мальчик. Разве ты не видел, как мои глаза сияют в лунном свете? Разве ты не заметил, что кожа моя словно бархат? Ты знаешь, что я никогда не хожу с вами в баню, но не знаешь, что это от того, что мои руки на самом деле крылья, а ключицы покрыты перьями, и я прячусь от людей. Я не такой, как вы. Я умею летать, а зубы у меня в заднице, а не во рту, как у тебя и тебе подобных. Я просто ставил искусственные зубы в рот, чтобы не привлекать внимания. Но есть ртом мне до сих пор противно, потому что на моей планете испражняются через рот, а едят уютно устроившись на горшке. Ах, как мне нравился песок, пожаренный моей мамочкой. Моя задница до сих пор сочится слюной, когда я вспоминаю о нем. Ах, я никогда не почувствую своими ягодицами. Наливает 1 стакан, пьет. Леопольд? Молчи! Я оказался на вашей планете одной кошмарной ночью, когда я совершал свой обычный полет, не в стальном аппарате, как вы, а свободно, силой собственных крыльев. И пока я любовался из космоса своей планетой, она вдруг разбухла на треть, задрожала, и вдруг буквально на глазах у меня распалась на куски. Ее ядро взорвалось, потому что 3 черных солнца своим жаром прожгли его и испепелили. Все исчезло, весь мой мир, мой дом. Я остался один-одинешник на свете. Я не знал, что делать. Я бесцельно носился по вселенной, в страхе и отчаянии, пока ненароком не попал сюда, на вашу планету. Я остался здесь, и земля не стала мне новым домом. Я научился даже любить здешнюю жизнь, но не говори мне, что я не помню. Я помню все, долину, покрытую синими песками, и гейзер, над которыми висели буры и облака пара. Сунешь туда ногу, и ее мигом оттяпает. Порой я сижу в одиночестве, в своей каморке, распахнув окно, и вглядываюсь в черноту ночи. Брюк на мне нет, и я поглощаю ягодицами соленое печенье. И вспоминаю родную планету, еще ее бесконечное пространство Вселенной. Но ее больше нет, она погибла.
и мне никогда не вернуться назад. Все исчезло, и все же нет, ведь я помню. И порой я поднимаюсь в воздух и летаю вокруг лампы, и вылетаю в окно и делаю круг над крышей. Леопольд! Я помню все. Я помню свою погибшую планету. Она у меня здесь. Потому что мой мозг находится здесь, а не в голове. Я помню все. Мое прошлое, розовые, похожие на шляпки листья, которые я ел на завтрак. Все, прочь с дороги. Леопольд подбегает к окну и выпрыгивает. Индрек провожает его взглядом, из которого ясно, что Леопольд смыл воздух и парит над крышей. Звучит песня про голубой вагон, Индрек танцует,